Селям алейкум. Селям алейкум. Какая у вас дружная компания? И часто вы выбираетесь на такие пикники? Ну, бывает в последнее время на летних каникулах частенько. Познакомите меня со своей семьей? Конечно. Это моя старшая дочка Эсма. Ей 10 лет. Моя племянница Мавиле. И мой сын Ильяс. Очень приятно. 7 лет. Никто не против, что мама будет участвовать в нашем проекте? Нет. Расскажите, а как вы одеваетесь в повседневной жизни? Чем вы занимаетесь? Давайте поближе чуть-чуть познакомимся. Ну, мое основное занятие – это мои дети. Получается, большую часть времени я уделяю детям. Вообще, как часто экспериментируете со стилем? Насколько часто меняете прическу или цвет волос, или, допустим, там, гардероб? После рождения сына я решила постричь волосы, сделала короткую стрижку, ну, так как не было времени особо ухаживать за волосами. Вот. Ну и с тех пор короткая стрижка. Ну, то есть это не совсем короткая стрижка, ну, у вас, совсем, насколько я вижу, каре, да, и там небольшая челка. Но да, особо я не могу обещать вам, да, что перемены, которые произойдут, будут очень кардинальными, потому что на базе той стрижки, которая сейчас есть у вас, это будет сделать достаточно сложно. Ну и по гардеробу, я так понимаю, нужна комфортная одежда, или наоборот, хотите чего-то необычного на выход? Ну, хотелось бы что-то на выход, вечерний, может, наряд какой-то. То есть хочется каких-то ярких красок внести? Что-то такое, да. Насколько часто у вас какой-то досуг появляется в семье, и вы, может быть, совместно отдыхаете где-то или, наоборот, с мужем куда-то? Ну, на самом деле мы редко выходим куда-то. Бывает, конечно. Давайте создадим повод для этого. Согласна. Приветствую, Алена, рада снова встрече. Наша героиня Лимара. Я так думаю, что задача сегодня будет непростая, потому что есть челка объемная, короткая, которую нужно каким-то образом либо замаскировать, либо подстроить в новую форму стрижки. Ну и с цветом, скорее всего, тоже будет задача непростая, потому что волос окрашен бытовым красителем. На самом деле все просто. С нами прекрасная героиня, красивая, до безумия женщина. Мы сделаем ее легкой с помощью стрижки. И в плане цвета мы сделаем ее посветлее обязательно. Дабы подчеркнуть ее карие глазки. Будет свежая, красивая и женственная, игривая. Я очень рада, потому что тоже за светлый цвет. Не знаю, насколько получится высветлить, да, но я думаю, что светлый цвет, прошу прощения, он подчеркнет цвет ее кожи и органично впишется в новый образ. Да, будем делать мир светлее. Ура! Нашей героине я сделала смывочный процесс, после чего ее окрасила, постригла. Теперь она стала легкой, стильной и модной. Приветствую вас в нашем проекте. Мне кажется, сегодня перед вами не совсем сложная задача, потому что у Лимары прекрасный цвет лица, хорошая кожа, правильные черты лица. Давайте подумаем, что бы мы могли сегодня сделать. Не могу с вами не согласиться. У нашей сегодняшней героини очень хорошая кожа, и явных изъянов нет. Необходимо также понимать, что нависшее веко – это не порог. Рисунок тени при таком строении глаза – это мягкое затемнение дымчатое, которое в силу физиологического строения не очень четко выражено. Вы так интересно рассказываете, но я так понимаю, что в данном случае нависшее веко – это, так скажем, таково строение века. Да, это строение физиологическое. То есть это не какие-то изменения возрастные. Нет. Насколько я поняла, у нас сегодня будет легкая дымка на глазах. Да, все ну верно. А губы будут, наверное, нейтральными. Да. Отлично, можем начинать.
Друзья, сегодняшним выпуском мы завершаем сезон нашей программы. И по этому случаю мы подготовили для вас супер перевоплощение. Итак, встречаем Лимару. Может быть, скажете пару слов, как вам? Ну, слова трудно подобрать, это какой-то салют мозговой, так и люд. Ну, стильно, неожиданно стильно так. Но мне нравится. Я думаю, что вы впервые видите Лимару в брюках, правильно? Я знаю, что она их не носила до этого. Ну да, да, если так выход в общество, да. Ну, я же как бы еще в домашнем виде ее видела, а так да. Очень даже хорошо поработали, Халиде Ханум. Поэтому всем большое спасибо. Я думаю, что ты будешь придерживаться этой стильной моды. Ну что ж, Лимара, вот и подошел к концу наш сегодняшний день. Да, я знаю, что процесс дался нелегко, да, это было понятно во время примерки, когда мы очень долго подбирали. Я вас убеждала, что вам идут брюки, и я надеюсь, что вы подберете для себя правильную модель, в которой вам будет комфортно. В общем, будете следить за собой и получать удовольствие. Спасибо большое. Ну, теперь уж я точно буду уделять себе больше внимания. Этот день, проведенный с вами, я запомню надолго. Столько эмоций я давно не испытывала. Сауэнс. Друзья, ну что ж, наш сезон подошел к концу. Мы прощаемся с вами совсем ненадолго. Надеюсь, что вам было интересно наблюдать за теми изменениями, которые мы производили в своем проекте. Отправляйте нам свои заявки, и мы обязательно с вами свяжемся. До встречи!